В эфире программа «Ашық студия», я ее ведущая Ахбота Орынбаева. Мы сегодня эфир посвятили наиболее актуальной теме общества – ревакцинация и что необходимо о ней знать. Гость студии – эпидемиолог Жулдыз Даулетказы, мы вас приветствуем. Также я напоминаю, что наша программа проходит в прямом эфире нашей инстаграм-страницы, поэтому мы сейчас немножко подождем, пока наши подписчики подключатся. Пока, Жулдыз, расскажите, пожалуйста, какая сегодня эпидобстановка в нашей стране? Конечно, эпидобстановка сейчас по сравнению с первыми числами января более стабильная. То есть, в частности, по городу Нур-Султан можно сказать, что наиболее пик был это 10 числа января. Но сейчас, конечно, заболеваемость идет на спад, но она все равно заболеваемость остается на высоком уровне, но все равно идет некий спад. Это еще связано, я считаю, с внесением изменений в постановление главного санитарного врача о изменениях в сроках карантина, о изменениях алгоритма забора ПЦР. Также в данный момент все, как понимаем, после праздников, после семейных встреч, когда было массовое скопление людей, то есть на Новый год, на Рождество, на Старый Новый год, как у нас принято, все друг к другу ходили в гости, но никто не подумал в этот момент о том, что коронавирус никуда не ушел. Получается, наблюдается такая тенденция, то есть это всегда организованные коллективы, то есть в частности после праздников наблюдалась именно заболеваемость семьями, то есть это когда одна семья полностью заболела и вторая семья, которая заболела, они были в контакте с друг другом, то есть они были на каком-то общем мероприятии, то есть, может, ходили друг к другу в гости, там дети друг к другу в гости ходили, такая картина наблюдалась. Но сейчас, конечно, ситуация стабилизировалась, в частности, я считаю, что это заслуга того, что дети некоторые продлили каникулы, то есть, что они все равно были в изоляции. Затем то, что сейчас многие родители осознанно даже есть выбор, то есть между онлайн форматом обучения и офлайном, то есть для безопасности. Для безопасности, да, родители вправе выбирать, то есть может ли ребенок обучаться онлайн либо офлайн. Соответственно, из-за того, что сдвинулись сроки карантина, сейчас идет бессимптомное. Да. То есть, если раньше человек после положительного ПЦР сидел на домашнем карантине 14 дней, и повторная ПЦР у него отбиралась на 12 и 13 сутки, то сейчас срок домашнего карантина сократился до 10 дней. На 7-й день берется повторный ПЦР-тест. Если повторный ПЦР-тест на 7-е сутки он выходит отрицательный, то карантин завершается 7-м днем. То есть на 8-й день на человек может идти на работу? Да, конечно, закрывается больничный. И далее у этого человека будет зеленый статус ВАШОК вне зависимости от дальнейших результатов ПЦР. То есть на 3 месяца человек, который переболел, в частности наблюдается, что это бессимптомное носительство, то есть человек, он не болеет, соответственно, внесли такое изменение, что он может последующие 3 месяца, даже если у него будет ПЦР положительный, то есть не быть изолированным, даже если у него нет вакцинации. Но у нас основная масса людей, конечно, вакцинирована, но вакцина никогда не дает 100% гарантии, что вы не заболеете. Вакцина дает прогноз, то, что вы перенесете это легче. Легче, да. А в целом, вот мы сейчас хотим поговорить о ревакцинации, да? Что это означает и кому необходимо получить ревакцинацию? Ревакцинация, это, то есть, если простым языком говорить, это повторное введение дозы вакцины. То есть введение бустерной дозы. Бустер – это усиление. Ревакцинация относится не только к вакцине от коронавируса. Ревакцинация всегда шла. То есть согласно национальному календарю прививок, дети у нас же получается, от дифтерии, столбняка, коклюша, они вакцину получают не один раз в жизни. Они получают ее на разных этапах жизни. То есть в первые месяцы жизни,
затем в 5-6 лет, затем идет, то есть это та же самая ревакцинация. Просто периодичность этой ревакцинации в случае с вирусами, она чаще. То есть тот же от вируса гриппа мы прививаемся 1 раз в год. Так как иммунитет вообще к вирусам имеет тенденцию снижаться с течением времени. То есть это иммунитет, он не пожизненный. То есть с течением времени титр антител, который образуется в нашем организме, они имеют свойство снижаться. То есть чем, если у нас и вообще сходит на нет этот уровень. И чтобы его поддержать на том уровне, чтобы организм мог бороться с вирусом, проводится ревакцинация, то есть повторное введение дозы. Но также ревакцинация не обеспечивает, ну, скажем, пожизненный иммунитет человека, правильно? Да. То есть, возможно... сейчас оптимальный интервал по исследованиям там, мировых умов признан, как и у нас во многих странах, как и у нас в стране. То есть 6 месяцев этот срок, который установила вообще не только наша страна, а вообще все мировое сообщество, та же Россия, Израиль. То есть доказано, что через 6 месяцев уровень антител снижается. Если же человек ходит больше этого срока, то, соответственно, у него очень уровень чем дальше, тем ниже. Поэтому советуют ревакцинироваться именно через 6 месяцев, чтобы поддержать и усилить тот уровень, который уже есть. То есть, потому что, чтобы что-то усиливать, надо, чтобы оно что-то было. В наше непростое время, когда действительно через каждое слово мы слышим вакцинация, коронавирус, да, появилось еще одно, скажем, определение — перекрестная вакцинация. Расскажите, почему врачи рекомендуют перекрестную ревакцинацию? Перекрестная вакцинация, то есть это вакцинация другим видом вакцин, ежели первые 2 этапа. То есть, например, если вы первые 2 этапа получили векторную вакцину, в частности, это спутник Ви. А спутник считается, как сказать, надежнее или... Нет, мы не говорим о надежности. В случаях с вакцинами мы можем говорить только о проценте эффективности. То же самое касаемо вопроса, когда приходят пациенты ежедневно, которые находятся в сомнениях, конечно, мы их понимаем. И как у экспертов спрашивают у врачей, а что посоветуете вы? В данном случае мы предоставляем выбор, то есть это идет солидарная ответственность за здоровье не только, то есть за ваше здоровье ответственно не только там государство, не только здравоохранение, но в первую очередь человек сам ответственен за свое здоровье. Для этого ему предоставляется выбор между разными видами вакцин. Врачи могут говорить только о проценте эффективности вакцины. То есть спутник дает от 92 до 97% в зависимости от штамма коронавируса, но не ниже 92. Pfizer также чуть ли не 98 по исследованиям. Казахстанская вакцина дает больше 80%. Казвак. Да, Казвак, наша отечественная вакцина. Далее у нас в наличии, которая есть, это китайская вакцина компании Sinopharm. Она также дает 80%. То есть если человек привился, первые 2 дозы вакцины получил спутником, он может далее выбрать любую другую вакцину. То есть желательно выбрать инактивированную, так как свой механизм воздействия чуть другой, состав вакцины чуть другой, и это является своего рода другим стимулом для иммунитета. То есть чтобы иммунитет воспринимал не только то, что ему ввели в первый раз, как он же, получается, определенные клетки к нему выработал, и при введении другого вида вырабатываются чуть другие антитела. То есть это все равно идет усиление первоначального эффекта, так что дается выбор. Да, если вы желаете, после спутника, если вы доверяете, например, российскому производителю, и вы хотите после спутника спутник, никто вам не говорит, что нет, вы должны получать другую вакцину. То есть это рекомендации.
То есть выбор все равно остается за человеком. То есть врачи рекомендуют перекрестную все-таки? Да, перекрестную вакцинацию, так как организм он должен уметь приспосабливаться. Например, часто такие случаи, когда после вакцины должен быть иммунный ответ. Ну, не у всех он, у кого-то там он проявляется, у кого-то нет. Но человек все равно, он, в частности, иммунный ответ, о котором мы говорим, это побочные эффекты. Это так, есть такой эффект ноцебо, противоположный эффекту плацебо. То есть эффект плацебо вы все знаете. То есть, например, вы даже выпили таблетку пустышку, после нее вам полегчало. Эффект ноцебо это противоположный эффект. То есть человек заведомо себя настраивает, что у него вот я получил вакцину, вот у меня будет температура, вот мне будет плохо, у меня будет недомогание. И в связи с этим часто связано больше психосоматическое состояние. То есть человек сам себе настраивает, и, соответственно, у него будет такая реакция. Даже, возможно, это не последствия вакцины. То есть этот человек сам себя может так запрограммировать. Так что с каким настроем вы идете на вакцинацию, на ревакцинацию, это очень важно. Надо быть в покое всегда. То есть нужно себя настраивать положительно? Да, положительно. То есть это не надо делать прям такое критичное отличие между плановыми прививками, которые мы всегда все детство получали, и той же вакциной от коронавируса. Если вы, например, все медработники, все дети, все желающие от гриппа прививаются каждый год. Ну, это добровольная вакцина? Да, добровольная. От коронавируса это тоже вирус. И также получается интервал, связанный с тем, что к вирусам иммунитет более-менее устойчивый. Не факт, что мы не будем прививаться каждые полгода. То есть это надо воспринимать уже как вирус есть, он появился достаточно давно, вирус не находится в состоянии покоя, он постоянно мутирует, и надо быть к этому готовым. А вот когда снижается уровень антител у вакцинированных? Продолжительность вот оптимальная, это высчитано 6 месяцев, согласно мировым исследованиям. Но это, опять же, зависит от человека, это индивидуально. Но проверять, делать анализ, проверять уровень антител перед ревакцинацией или вакцинацией не имеет смысла, так как мировыми стандартами еще не установлен тот уровень антител, который должен быть, чтобы не заболеть. Нету такого. Да, вот такого вот порогового минимума или порогового там максимума до сих пор еще нет, так как вирус еще исследуется. Скажите, вот сейчас появился новый штамм, да, омикрон. Насколько он опасен? Чем отличается? И течение как проходит? Нет, омикрон очень отличается тем, что он очень контагиозный. Что это означает? Это означает, что если, например, вирус коронавируса раньше говорилось, что там, в течение контакта там, 15 минут там заражается 7-10 человек, то омикрон это уже более 20-30 человек. То есть это, на данный момент омикрон, можно сказать, почти приравнен. Течение более легкое, конечно, по сравнению с остальными штаммами, но заражаемость окружающих людей очень высокая, восприимчивость. Но, как и при всех вирусных инфекциях, единственный совет это то, что не надо, если надо проверяться. То есть, если вы вовремя идти в больницу, если вы чувствуете недомогание, кашель, насморк, то сейчас работают фильтр-кабинеты до 8 вечера во всех поликлиниках. Во всех городах? Да. Во всех поликлиниках? Также мобильные бригады работают. То есть вам не обязательно записываться к своему участковому терапевту, то есть созданы условия для того, чтобы человек мог обратиться в остром состоянии, с недомоганием, с насморком, с температурой, и, соответственно, врач его примет и тут же назначит первоначальное лечение, дальше направит на исследование, то есть это либо ПЦР, либо какие-то другие у него
То есть человек, если почувствовал недомогание, может идти в любой медицинский центр, скажем, да, в поликлинику? Ну, да, по месту, где он прикреплен, где он по прикреплению обслуживает, только? да. Если даже человек не прикреплен, возможно, он приехал из другого города. Да. Если он приехал из другого города, то ему необходимо идти в ту поликлинику территориально, в каком адресе он живет, его там обслужат, и он дальше может также прикрепиться к этой поликлинике и дальше там обслуживаться. Даже если он там находится короткий промежуток времени, например, в нашем городе, то он идет в поликлинику по месту жительства. Там его, конечно, обслужат, это, как сказать, обязанность. Хорошо. Уважаемые подписчики, мы напоминаем, что наша беседа идет в прямом эфире, поэтому вы можете задавать вопросы. Один из вопросов, вот сейчас я читаю, обязательно ли после 6 месяцев сделать ревакцинацию или можно позже? 6 месяцев – это оптимальный срок, который высчитан для того, чтобы, когда вы получите третью, обеспечить вам более высокую защиту иммунитета. После 6 месяцев? Да. Так, а если будет 8, например, месяцев или 10? Говорю же, чем дальше срок от конца вашего, от получения второго этапа вакцинации, чем дальше срок, тем, то есть, можно сказать, это идет горка по наклону, то есть уровень антител, он снижается, если только вы не заболели коронавирусом. То есть мы сейчас не замечаем, у многих идет бессимптомное носительство, бессимптомное течение. То есть человек, многие у нас сдают на антитела и говорят, вот, уже прошло там более, но у меня уровень антител очень высокий. То есть вам никто, вы сами даже можете не знать, что вы там ходили как-то там, что сопливили, и в этот период, что вы не болели коронавирусом. Хорошо. И еще один вопрос. Защищает ли спутник от новых штаммов? Как бы штаммы не мутировали, появляются новые штаммы, но основа вируса остается одна. Касательно новых штаммов вакцины далее исследуются. То есть как только появляется новый штамм, конечно, проводится исследование о том, что эффективен или нет. Но против новых штаммов, в частности, спутник, говорится, что процент эффективности он сохраняется. То есть основа коронавируса одна. То есть вирусы мутируют очень быстро, в частности, может быть, я, например, болею вирусом одного типа, он у меня в организме находится некоторое время, затем, когда я его выделяю в окружающую среду, то есть с кашлем, с чиханием, каким-то слюноотделением, то заражая другого человека, то, можно сказать, получается, в другой организм попадает уже чуть измененный вирус, потому что он пережил внедрение в мой организм, например. Когда он, например, переходит к другому человеку, уже чуть другое. И, соответственно, вследствие, чем больше людей идет так по цепочке, тем больше вариативность этого вируса. Понятно. Вот еще задают вопрос. В октябре получили, скорее всего, обе дозы вакцины, да? Тогда нам сказали, через 11 месяцев получите следующую дозу. Ну, мы знаем, что изначально был установлен срок другой, вот сейчас сократили до 6 месяцев, да? Да, изначально был установлен срок ревакцинации для векторных вакцин 9 месяцев, для остальных инактивированных и МРНК вакцин 6 месяцев. Сейчас, согласно второму постановлению номер 2 Главного государственного санитарного врача от 13 января, срок ревакцинации для всех видов вакцин составляет 6 месяцев. Для всех вакцин? Да, для всех вакцин. Еще один вопрос. Нужна ли какая-то подготовка перед бустерной прививкой? Подготовка в плане общего состояния. Ну, смотрите, если у вас температура, насморк, кашель, недомогание, возможно, обострение своего хронического заболевания, например, это бронхиальная астма, возможно, у вас участились приступы, возможно, вы там
аллергетик у вас там высыпало, появилась крапивница, то в таких острых состояниях вакцинация не рекомендуется. То есть рекомендуется вакцинация в состоянии полного благополучия, благосостояния человека, когда нет периода обострения какого-либо заболевания, когда человек уже настроен, он легко воспринимает. В частности, это гипертоники, например, люди, состоящие на диспансерном учете. Если они принимают базисную терапию, то есть ту терапию, люди, например, больные сахарным диабетом, если в данный момент у них нет высокого сахара, если они каждый день принимают, то есть день получения вакцины, это точно такой же день, как и обычно. То есть это не повод, чтобы прекращать пить те препараты, которые вы пили до этого. Это касается и диспансерных больных. То есть если у вас высокий сахар, и вы пили там лекарства для снижения уровня сахара, а в день, например, получения вакцины вы подумали, что может это как-то повлиять на вакцину, и не выпили. Соответственно, сахар подскочит. То есть, но те препараты, они, базисная терапия, она не прекращается. Вы должны дальше продолжать ее пить, даже в день вакцинации. То есть это не является противопоказанием. То есть, к примеру, если человек не заболевает, а вот есть хроническое заболевание, скажем, аллергик, да, просто он, скажем, перед вакцинацией принимает, проходит определенный этап, определенный курс лечения, и в состоянии покоя он получает вакцинацию. Так? Просто очень много вопросов по поводу аллергии, потому что сезонных аллергиков у нас очень много. Что касается аллергии, аллергии бывают разные этиологии, разные природы. Чтобы это уточнить, всегда направляется, вы можете обратиться к узкому специалисту, то есть к аллергологу. Аллергия тоже вызывает иммунный ответ, то есть все наши высыпания, все наши отеки, все покраснения — это тоже реакция иммунитета. Так как аллергические реакции напрямую связаны с иммунитетом, так же как и вакцина, в противопоказаниях прописано, что тяжелые аллергические реакции в анамнезе это является противопоказанием, то есть это анафилактический шок. И вообще аллергия является поводом для аккуратного, осторожного введения. То есть перед вакцинацией вы можете обратиться, даже врачи перед вакцинацией, врачи-терапевты, которые сидят в кабинете вакцинации, они проводят первичный опрос. Если они узнают, что у вас в анамнезе есть аллергия, что она у вас там на пищевые продукты, сезоны, хоть какая-либо, если они видят, что есть предрасположенность, очень высокий риск, то они всегда направляют к узкому специалисту. То есть они всегда дают рекомендацию обратиться к участковому врачу и через участкового врача обратиться к узкому специалисту. Затем узкий специалист дальше проводит исследования, назначает, если необходимо, лечение, только с его рекомендацией, с разрешения узкого специалиста дальше человек приходит на вакцинацию. То есть, если у человека условно нет хронических заболеваний, то никакой подготовки для ревакцинации не требуется? Нет, не требуется. Это уже после получения вакцины не рекомендуется в течение 3 дней тереть место инъекции, мочить место инъекции, как-то расчесывать. Затем не рекомендуется употребление алкогольных напитков. В течение 3 дней? В течение 3 дней энергетических напитков, газировки. Многие удивляются, но газированные напитки тоже влияют. Еще один вопрос. После ревакцинации какой статус получают обычно? Ну, это, скорее всего, вот как вы уже сказали, зеленый, да, статус? Получается, после получения первых 2 этапов вакцинации паспорт вакцинации выдается на 1 год. Но при получении ревакцинации срок действия паспорта с момента получения ревакцинации тоже продлевается на год. На 1 год? Да. И статус АШИК у нас? Также он привязан к паспорту вакцинации. К паспорту вакцинации. У вакцинированного человека статус ВАШИК может измениться в том случае, если у него будет ПЦР положительный. Только тогда.
Вот еще был один вопрос, какой статус присваивается после ревакцинации. Да, мы уже ответили на этот вопрос. Так, сейчас еще посмотрим. Мы по времени немножко ограничены, поэтому зачитаю все вопросы, чтобы успеть. После ревакцинации заболел ковидом. Это нормальное явление? Конечно, даже после вакцинации, после первых 2 этапов требуется 52 дня, чтобы выработался полный иммунитет. 52 дня. Ну, это месяц-полтора. Например, при вакцинации от гриппа это 4 недели. Для каждой вакцины свой срок есть для выработки активного иммунитета. То есть также после ревакцинации, то есть должно пройти время, чтобы сформировался иммунитет. Мы не можем быть уверены, что говорят же процент эффективности. Это не гарантирует, что вы не попадете в 3 оставшихся процента, например, в 5 оставшихся процентов, а в оставшиеся 20%, которые... Но ревакцинация, как и вакцинация, она не гарантирует, что вы не будете болеть. Она дает гарантию, что вы перенесете болезнь намного легче. То есть вы не дойдете до тяжелого течения. То есть, если даже вы заболеете, вы можете остаться дома, перенести это как в легкой степени ОРВИ или грипп, и благополучно, то есть избежать стационара. То есть это вполне нормальное явление и после получения ревакцинации заболеть ковидом? Да, просто степень течения будет намного легче. Легче. Ага. Еще один вопрос по поводу перекрестной вакцинации. Если человек хочет другую вакцину, но ему рекомендуют другую, обязательно ли придерживаться условий перекрестной вакцины? Ну, рекомендации, наверное, да? Нет, я же говорю, человек решает сам. То есть это рекомендации, это не прописанный закон. У нас многие, кто получал спутник, они получили спутник Лайт, искали его. Кто-то, наоборот, после спутника хочет именно другую вакцину. Инактивированные вакцины, например, те, кто получил китайскую вакцину, то есть это в частности Хаят, Коронавак, Верацел, они на ревакцинацию тоже хотели бы китайскую вакцину. Это связано, конечно, больше с личными какими-то вопросами, так как граждане наши выезжают за рубеж, учиться по работе, и вакцина Синофарм, она как признана ВОЗ, и для выезда за рубеж в основном для этих целей у нас берут ее, потому что... Да, вот по поводу паспорта вакцинации задают вопрос. То есть, если ПЦР положительный, паспорт вакцинации полностью теряет свой статус? Нет, или я неправильно поняла? Нет. То есть в статус АШОК меняется в том случае, если вы вакцинированы, ревакцинированы, он у вас будет зеленый. Если же вы в какой-то период заболели коронавирусом, у вас вышел ПЦР положительный, у вас статус изменится на красный только в период карантина. Дальше у вас период карантина закончился, дальше у вас статус автоматически переходит в зеленый. Так, вроде больше вопросов нет в Инстаграме. Давайте немножечко подведем наше интервью, да? Коротко ответите на вопросы. Скажите, кому нужно ревакцинироваться? Ревакцинироваться необходимо всем, как и вакцинироваться, но в первую очередь мы говорим о группах риска. То есть к группам риска относятся это медицинские работники, работники, которые работают в организованных коллективах. Также это диспансерная группа пациентов, то есть, которые имеют много сопутствующих заболеваний, так как у них и так организм ослаблен. Мы видим, что в основном болеют, конечно, тяжело болеют старшее наше поколение, то есть лица старше 60 лет. И получается, мы говорим о группах риска. Да. А так необходимость. Но в первую очередь, конечно, люди, которые очень работают в организованных коллективах и диспансерная группа пациентов. И к ревакцинации не нужно готовиться, да? То есть каждому человеку надо
каждому человеку нужно смотреть на свое состояние. То есть сдавать ПЦР перед ревакцинацией не обязательно. После ревакцинации в статусе появляется зеленый цвет, правильно, Ашик? Да, как он был зеленый, так он у вас остается. Просто срок действия паспорта он продлевается на 1 год. Да, продлевается с момента даты вакцинации. Понятно. И ваши общие рекомендации в период карантина, то есть эпидемии, да, скажем? Самая главная рекомендация, то есть вакцинация и ревакцинация не освобождает никого от ношения масок, никого не освобождает от средств индивидуальной защиты, то есть от обработки рук, от ношения масок, от правильного ношения масок. Я замечаю часто, да, от социального дистанцирования. Я замечаю, что сейчас у нас в автобусах, конечно, все сидят без маски. Это очень печально. Также надо быть очень внимательным к своему организму. Конечно, в наше время, когда такой очень высокий темп жизни, когда человек у нас все, конечно, работают, но это надо всегда уделять себе время и следить за своим состоянием. Мы вас благодарим за уделенное время. Спасибо большое за рекомендации, за ценную информацию. Уважаемые подписчики, наш эфир подходит к концу. Также напоминаю, что наш эфир сохраняется в записи. Также можно посмотреть на нашем YouTube-канале программу «Ашик Студия». Всего доброго.